Так, дорогие товарищи, сегодня у нас очередное занятие школы молодого коммуниста. Седьмое вообще-то у нас занятие по счету. Так, значит, мы с вами 5 занятий посвятили уставу КПРФ. И вот тоже занятие 5, возможно, будет у нас по программе партии. На прошлом занятии мы рассмотрели первый вопрос, предысторию программы, последней программы партии. А именно мы рассмотрели, значит, зачем партии нужна программа, так, что она из себя представляет, да. Далее, история партийных программ мы рассмотрели. Всего в истории партии было, сейчас скажу, вот 2-й съезд, 8-й съезд и 22-й съезд. Три программы партии. Вот КПРФ, 4-я программа партии, вот, которую мы сейчас будем изучать, вот она является 4-й программой партии. Хотя, может быть, да, после 22-го съезда там была еще программа развитого социализма, по-моему. Вот. Если я не ошибаюсь. Хорошо. Итак, и также вот мы рассмотрели, или сейчас вот рассмотрим, исторические условия появления текущей программы КПРФ. Вот как она появилась, да? Значит, коротко говоря, значит, вы помните, в период перестройки и затем распада Советского Союза, значит, фактически после распада уже СССР, президент Российской Федерации Ельцин запретил действия КПСС на территории России. И партия, конечно, коммунисты с этим не согласились, были не согласны, и, значит, сначала в 90-м году возникла Компартия РСФСР, а в 93-м году на 2-м съезде была организована, значит, уже новое название получила Коммунистическая партия Российской Федерации, КПРФ. И вот на этом же съезде, он считается 2-й, потому что 1-й съезд основал Компартию РСФСР, а 2-й съезд Компартию Российской Федерации. Вот на этом же съезде была принята программа Коммунистической партии Российской Федерации. И потом она практически особо изменениям не подвергалась. Вот как была принята в 93-м году, так практически, по-моему, в том же состоянии и находится. Так, и мы с вами, возникла она в связи с тем, что возникло новое название партии КПРФ, фактически новая партия. Тем не менее, КПРФ, мы когда устав изучали, говорили, что КПРФ это продолжатель, или правопреемник КПСС, и продолжатель дела КПСС, дела Маркса и Энгельса, Владимира Ильича Ленина и нашей партии. Вот. Теперь, значит, я вам говорил, вот по последней программе, по-моему, в прошлый раз говорил, она состоит из 5 разделов. 5 разделов, да? Небольшое вступление. Затем первый раздел, вот сегодня мы его рассмотрим, «Современный мир и Россия». Так? Затем второй раздел, он довольно большой, называется «Уроки истории и пути спасения Отечества». Так? Затем идет 3-й раздел, 3 этапа развития страны. Так? Имеется в виду, вот после распада СССР, какие 3 этапа намечает партия с тем, чтобы прийти к победе социализма, к победе советской власти. 4-й раздел «Программа минимум». И 5-й раздел «Идейное и организационное укрепление КПРФ». Это как говорится, первооснова для самой партии. Без идейного организационного укрепления партия, конечно, не сможет решить свои задачи. Итак, начинаем вот
второе занятие, и у нас фактически тема будет «Современный мир и Россия». Ну, прежде всего, я должен вот отметить, что говорится в предисловии. Ну, говорится таким образом, что Россия находится на крутом изломе своей истории. Так, обманом и насилием страна возвращена к капитализму, а капитализм, считается, это путь социального регресса, ведущий к национальной катастрофе и гибели нашей цивилизации. Так, и далее говорится, что Коммунистическая партия Российской Федерации вела бескомпромиссную и ведет бескомпромиссную борьбу против реставрации капитализма, разрушения Союза СССР и уничтожения советской власти. КПРФ выступает единственной политической организацией, последовательно отстаивающей права людей наемного труда и национально-государственные интересы. Ну, в предисловии также говорится, что стратегическая цель партии – построение в России обновленного социализма 21 века. При определении своих программных целей, задач, стратегии и тактики наша партия исходит из анализа общественно-политической практики, руководствуется марксистско-ленинским учением и творчески его развивает, опирается на опыт и достижения отечественной мировой науки и культуры, ну, можно сказать, и политической жизни. Так, ну и вот первый раздел, это вот предисловие, значит, в котором говорится о том, что капитализм – это путь социального регресса, так, и что главные цели, ну, главные мысли, да, вот предисловие, и что только построение обновленного социализма – это стратегическая цель партии. Вот из этого исходит, значит, данная программа. Так, первый раздел «Современный мир и Россия». Ну, значит, эта программа, кстати, была написана до специальной военной операции, а с началом специальной военной операции, вот военных действий на Украине, которые сейчас, в общем-то, расширяются в масштабах там, и так далее, он, конечно, довольно серьезно меняет картину не только на постсоветском пространстве, но и в мировом масштабе, потому что возникает опасность перерастания вот этой локальной войны или локальных военных действий, да, в мировую войну. Запад вот грозит нам мировой войной. Но, тем не менее, вот об этом даже вот в программе, ну, в общих чертах тоже было сказано. Итак, начинаем. Смотрите. Значит, российские коммунисты считают, что принципиальный спор между капитализмом и социализмом, под знаком которого прошло 20-е столетие, не завершен. Ну вот имеется в виду, что несмотря на распад СССР, несмотря на то, что в значительной мере была разрушена мировая социалистическая система, тем не менее существуют такие страны социализма, как Китайская Народная Республика, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Куба, по-моему, Социалистическая Республика Куба даже называется так, Северная Корея, ну или КНДР, Корейская Народно-Демократическая Республика. Но вот эти 4 страны, они точно стоят на рельсах социализма, да? И плюс еще примыкает ряд других, ну такие как Венесуэла, Никарагуа, Йемен, там, ну и ряд других, значит, стран, особенно в Азии, в Латинской Америке и даже в Африке. В Африке тоже сейчас у нас есть партнеры, которые, ну, по крайней мере, они поддерживают политику России. Ну, Россия современная буржуазная страна, да, но тем не менее, значит, она многое перенимает, вот тот же Владимир Владимирович Путин, президент, многое берет от Советского Союза. Поэтому страна в какой-то мере сохраняет потенциал Советского Союза, советские идеи, советские дела. Так? Поэтому, вот, как говорили в свое время Маркс, Энгельс, Ленин, что капитализм подошел к своему высшей точке, империализму, а дальше, после империализма, может быть только социализм. То есть, фактически, капитализм подошел к своему кризису. Так, далее говорится, что вот в программе. Несмотря на временное отступление революционного движения, современная эпоха
представляет собой переход от капитализма к социализму. Все равно в мировом масштабе, как бы, особенно Китай это демонстрирует, который, как мы знаем, сейчас занимает передовые позиции. Ну, а к середине века планируется, что он будет первой державой мира в экономическом, а может и военном плане. Так. Далее. Капитализм, доминирующий сегодня на большей части земного шара, это такое общество, где материальное и духовное производство подчинено рыночным законам извлечения максимальной прибыли и накопления капитала. Ну, вы знаете вот пресловутое, да, выражение, что вот мы тоже погнались за рыночной экономикой, рыночная экономика все отрегулирует, рыночная экономика это чуть не вершина экономических законов и так далее. Да? На самом деле при капитализме все превращается в товар. Главной мерой отношений людей служат деньги. Капиталистический способ производства означает безудержную эксплуатацию человека и ресурсов природы, без учета губительных последствий для жизни будущих поколений и их среды обитания. Ну, эксплуатация сейчас она становится более изощренная, более утонченная, там информационное общество же как бы на планете формируется. И вот с помощью вот этих интернета, с помощью всяких других новейших технологий Запад пытается закабалить большую часть человечества. Ну, из этого, конечно, ничего не выйдет, так? А вот то, что вот капитализм, который, ну, по разным оценкам, значит, в разных странах он там развивается от 400 до там, 100 лет и так далее, да? Если нашу страну брать, ну, более 100 лет. Значит, за это время капитализм, в общем-то, в погоне за прибылью, они совершенно не учитывают экологические последствия использования природных ресурсов. Поэтому вот планета наша, она не очень большая, я просто немножко отхожу, да, причем 5/6 поверхности занимает мировой океан, и вот сушу, особенно вот сушу, ну и даже мировой океан, капитализм очень сильно в экологическом плане испортил. Вот, и даже мировой океан страдает от всяких разливов нефти, там, загрязнения всякими пластиками и так далее. Так? Вот. И это все отражается на том, между прочим, что животные, ну вообще вот флора и фауна Земли, она сокращается. Уже очень много видов животных и растений попали в Красную книгу. То есть речь идет о их сохранении. Вообще вот со времен, с древних времен, может, и так далее, человечество очень много потеряло. Ну, человечество потеряло, во-первых, я всегда говорю, от войн, потому что вот за последние 2000 лет, а может и больше, 4-5 тысяч лет, с тех пор, как появилось государство, рабовладельческое государство, люди постоянно воюют. Войн очень много было, там более 2000, по-моему, кто-то говорил, а может более. И, во-первых, человек же все-таки самая, ну, самая, как говорится, развитая часть природы, да, самая продвинутая. И человечество очень много чего изобрело, чего построило и так далее. Но войны вот это все уничтожили. Очень много культуры человеческой погибло. А плюс к этому еще капитализм, ну, особенно капитализм, ну, и предыдущее общество, они очень плохо относятся хищнически к природе. И природу уничтожают на корню. Ну, вот в погоне за прибылью. Кстати, исчерпывают природные ресурсы, да, исчерпывают животный мир, растительный мир и так далее. Все это ведет к опасности, ну вот человечество стоит перед рядом таких опасностей глобальных, да, ну в том числе одна из них экологическая, потому что кроме того, что исчезает очень многие виды природы, капитализм еще заражает пространство, ну, атмосферу, воду и так далее различными химикатами, вот, разрушает озоновый слой Земли. Вот. В общем, короче, конечно, сейчас даже при капитализме в мировом масштабе, да, возникли международные организации, которые ведут борьбу за сохранение Земли, за сохранение экологической среды и так далее, да.
Вот, много зеленых всяких партий. Но капитализм, вот видите, не обращая внимания, продолжает вот такой очень губительный путь по отношению не только к человеку, но и к ресурсам природы. Так, далее. Вот Ленин говорил, подтверждается ленинское учение об империализме как высшей и последней стадии капитализма. Ленин об этом сказал еще в начале прошлого века, 100 лет назад, да? Вот. Более 100 лет назад. За это время процесс концентрации капитала привел в в программе говорится о том, что 100 лет назад уже процесс концентрации капитала привел в начале 20 века к образованию крупных монополистических союзов. Произошло слияние банковского капитала с промышленным, так, возникла так называемая финансовая олигархия, да? Обостряющаяся борьба за предел мира, за предел рынков вызвала 2 мировые войны, с огромными человеческими жертвами и множество локальных вооруженных конфликтов. Я говорю, и Ленин говорил так, знаете, вот когда-то в 1935 году Коминтерн вывел такую формулу: фашизм – это война. Можно сказать шире, империализм – это война. Потому что капиталисты, начиная 100 лет, 100 лет уже как империализм возник, да, монополистические союзы, с тех пор 2 мировые войны, которые огромные жертвы принесли, да, и множество локальных конфликтов. Фактически они не прекращаются до сих пор, потому что существует капитализм. Будет социализм, не надо будет воевать. Зачем? Кому? За что? Люди будут жить более дружно, будут совместно осваивать землю, да, и околоземное, и вообще космическое пространство. И будет недовоин. Зачем воевать, когда все будут жить в более-менее справедливом мире и, как говорится, на равных основаниях правовых и так далее. А капитализм, есть золотой миллиард, о нем сейчас мы будем говорить, да, который пытается подчинить остальные 7 миллиардов своей воле. Это, знаете, это уже время фактически такого неравноправия проходит. Сейчас идемте дальше. Во второй половине 20 века, обогатившись за счет хищнической эксплуатации ресурсов планеты, финансовых спекуляций, кстати, империализм, капитализм, очень много спекуляций на финансовом рынке ведет. То есть деньги из воздуха делают, фактически. За счет всяких продажи бумаг, всякое и так далее, да? Далее, войн, за счет, хищнической эксплуатации ресурсов планеты, за счет финансовых спекуляций, войн и новых изощренных методов колонизации, группа развитых капиталистических стран, так называемый «золотой миллиард», вступил в период, именуемый потребительское общество. Современное общество, вы знаете, или строй на земле называют информационным обществом, в том числе и потребительское общество. Потому что с Запада пошло, и, в общем-то, и в нашу страну везде это проникло. В общем, в этом обществе потребление из естественной функции человека превращается в священную цель, от ревностного следования которой зависит социальный статус индивида. По сути дела, это сверхэксплуатация и расширение рынка посредством навязчивой рекламы и других методов психологического давления. Людей сейчас, вы знаете, и в нашей стране, да, и в Якутии в том числе, магазинов развелось больше, чем в Советском Союзе в десятки раз. Так? Магазинов море, товаров вроде моря, так? Но у людей, у многих нет денег, и тем не менее с помощью рекламы их заставляют покупать одни и те же вещи там, и вообще призывает брать то одно, то другое и так далее. Часто ненужные вещи и прочее. Это действует. Люди сейчас как-то у нас привыкли тоже бегать по магазинам, хотя денег нет вроде, по магазинам, по рынкам, что-то покупают и так далее. Далее, используя новейшие технологии, империализм ведет зомбирование населения планеты. Он стремится опутать своей информационной паутиной весь мир, насадить в нем эгоизм, насилие, бездуховность и космополитизм. Тут, чтобы расшифровать, да? Зомбирование, знаете, каким образом? Во-первых, я говорю, информационные сети в руках капиталистов.
все новости, ну не только новости, но и всякие программы развлекательные, другого характера, да, они в значительной мере подчинены интересам вот этого золотого миллиарда. Они вот пытаются вот этот глобализм навязать всему миру. Ну, кстати, американский образ жизни. После Второй мировой войны возникло такое движение, ну, как бы, такой лозунг распространения американского образа жизни. Панамерика. Да? Вот. И пошло. Кока-кола, джинсы, что угодно. Вот это вот все стало распространяться. И, ну и сейчас, конечно, по всему миру. Макдональдс и многие другие вещи. Теперь, смотрите, зомбирование еще идет через чипы. Вообще, знаете, вот они, те же американцы, шпионят за всеми. Причем не только за своими противниками и своими союзниками. Об этом, вы помните, скандал был в Германии, когда выяснилось, еще Меркель сидела, да, вот. Оказалось, что ее подслушивают, ее, там, других руководителей Западной Европы, американцы всех подслушивают. Это скандал вообще. Поэтому американцы вот пытаются с помощью современных технологий подчинить себе все население. Ну и действительно, вот капитализм-то с чем связан? С эгоизмом, индивидуализмом, насилием, бездуховностью, космополитизмом. Да? Вот. После разрушения Советского Союза и реставрации капитализма на постсоветском пространстве и в Восточной Европе Соединенные Штаты и их ближайшие союзники проводят политику империалистической глобализации. Так? Складывается крайне опасная ситуация. Вот. Международному противопоставлению труда и капитала навязывается форма войны цивилизаций. Войны цивилизаций, так? Ну вот они что, как разъяснить, да? Да, идет новый передел мира. Ну, фактически они вот пытаются противопоставить этот золотой миллиард остальному миру, да? Считая, что вот западная цивилизация это главное, а вот все остальные цивилизации, включая нашу российскую и так далее, это все варвары. Варвары по старым понятиям там и так далее. Вот. Теперь перераспределяется сфера экономического, политического и военного влияния. Вот после Второй мировой войны происходили значительный передел мира, да? И после распада СССР передел мира, и Америка пытается, ну она пыталась стать единственным сверхдержавой, всех подчинить, но надорвалась. Сейчас один Китай уже может противостоять Америке на всех направлениях. Ну, постепенно возрождается Россия. Индия, ну, Индия, конечно, вот такая третья такая крупная держава. Контроль над природными ресурсами нарастает, пишут в программе. Знаете почему? Потому что фактически по всему миру природные ресурсы очень сильно исчерпаны. Ну, хищнические. А вот наша страна, которая 1/3 всех богатств природных в себе на нашей территории находится, 1/3, 1/4, да, вот, они все стремятся ее захватить. Мы эту часть богатства, ну, конечно, осваиваем, но потихоньку, а им уже не хватает ресурсов. Вот они рвутся, поэтому они рвутся развалить Россию сейчас на отдельные части, захватить ресурсы, особенно Сибирь, Дальний Восток, Север. Вот. Но вот идет борьба на этом. Для достижения своих целей империалистические круги активно используют военно-политические блоки и прибегают к открытым вооруженным действиям. Ну, вы знаете, не только НАТО, есть еще вот, блок у них там в Юго-Восточной Азии с помощью, ну, с Австралией там, и другими союзниками, да. Вот. Но главное НАТО. И вот эти НАТО, они, конечно, вы помните, на современном этапе их уже ругают за что? Они развязали такие войны, как бомбежка Югославии, вот, война в Ираке, война в Ливии, война в Сирии, можно сказать. Да? Вот это все их дела. И американцы, вы знаете, грозят всем своим главным противникам, Китаю, России, Ирану и так далее. Сложившаяся структура мира, товарищи, позволяет ведущим капиталистическим государствам сохранять относительную стабильность. Но сейчас уже стабильность все менее у них сохраняется, так? Вот, на каком-то уровне, вот когда писали, после распада СССР и так далее, да? Да, им удалось на какое-то время
значит, сохранить относительную стабильность в мире, так, ослабить рабочие и другие протестные движения, сглаживать социальные конфликты в отдельных странах. Но сейчас они опять нарастают. Это во Франции, вы знаете, в Англии митинги проходят постоянно, демонстрации. Там народ по каждому поводу выступает. Мигрантский вопрос, там, ну и так далее. Да и потом они откликаются вот на события сейчас в Палестине, вы знаете, да? Там Израиль с Палестиной воюет. И это тоже крупный очаг такой. Так, однако, обеспечив высокий уровень потребления для небольшой группы стран, капитализм одновременно выводит человечество на новый виток противоречий, существенно обостряя все глобальные проблемы. Ну, потому что я говорю, вот попытка навязать свою волю 7 миллиардам людей, это, конечно, к добру не приведет. Да? Дальнейшее сохранение капитализма как господствующей на планете системы грозит катастрофой. Ну, они вот сейчас грозят же мировой войной. Да. Даже самые ярые сторонники капитализма признают, что развитие производства присущими капитализму хищническими методами ведет к быстрому исчерпанию важнейших природных ресурсов. Да? Углубляется мировой экономический кризис, капитализм подрывает жизнь людей локальными войнами, постоянная угроза их перерастания в мировую войну, вот тогда уже писали, перекройкой государственных границ, техногенными катастрофами, культурным и духовным упадком. Свободный обмен информацией также несовместим с современным рынком. В общем, Запад, он несет в значительной мере зло и, как говорится, ну, несовместимые со свободным и справедливым развитием человечества вот разные акции они. Сам капитализм уже вот духовный там, и так далее начинает вырождаться, да? Если эти страны не принимают их предложения, они считают их не демократией. Вот у них такой посыл, да? Америка и их союзники демократия, все остальные не демократия, если они не придерживаются американских взглядов. Так, капитализм сам создает предпосылки для установления более совершенного общественного строя. Главная материальная основа неизбежного наступления социализма состоит в обобществлении производства. Вот я вам как-то говорил, да, движущей силой этого процесса был и остается человек труда, рабочий класс. Ну, имеется в виду, вот, смотрите, обобществление производства. Ну, я вот студентам тоже объясняю так, что в мире сейчас, ну, скажем, в промышленности, на полях, да, вот, в разных институтах, все работают все. Работа носит общественный характер, да? Труд, общественный характер по всему миру. Теперь конец года подходит, когда получают доходы, прибыли и так далее. И вот тут начинается деление, да? А вот деление доходов носит частный характер. То есть вот владельцы этих заводов и так далее, они львиную долю кладут себе в карман, 90%. А все мировое человечество, которое трудилось целый год, получает 10%. А олигархи, вот этот в определенной мере золотой миллиард, 90%. Ну какая справедливость? Это явное нарушение, и вот люди не должны с этим мириться. Так? Вот. Но обобществление производства, то есть все более крупные предприятия возникают, да, крупные, значит, обобщенные всякие акции, да, все это ведет к созданию материальной базы социализма. Ну, еще Ленин в свое время говорил, что, даже Маркс говорил, что в принципе капитализм создает уже материально-техническую базу социализма, да. Надо будет только просто поменять верхушку, идеологическую верхушку, идеологическую надстройку, власть поменять. А капитализм в значительной мере, значит, производительные силы развил. Вы посмотрите, да, вот за последние, там, особенно 100-200 лет, вот когда начался промышленный переворот, там особенно и так далее, капитализм очень быстро освоил всю планету в транспортном, промышленном отношении, в сельскохозяйственном отношении, да, вот. Но вот это вот противоречие между общественным характером труда и частной собственностью присвоения доходов, прибыли, вот это вот
противоречие главное, оно разрешится. Это называется между трудом и капиталом. Так, смотрите, значит, движущей силой этого процесса был и остается человек труда, рабочий класс. Да? Научно-технический прогресс ведет к коренному, качественному и структурному обновлению рабочего класса города и деревни. Вот сейчас некоторые говорят, и даже Лазарь Степанович вот, да, говорил, что рабочего класса нет, типа того. Да. Рабочий класс как-то растворился, или он там совершенно... Да? На самом деле он просто качественно меняется, рабочий класс. Инженерно-технические и научные работники, труженики сферы обслуживания в большинстве своем тоже являются наемными работниками. Да? То есть они работают на капиталистов. И они входят в обобщенное понятие рабочий класс. В результате складывается передовой отряд, ядро современного рабочего класса. В нем как коммунисты видят свою главную социальную опору. Все-таки со времен Маркса и Ленина и до сих пор, я думаю, все-таки главное ядро современного рабочего класса составляет промышленный, индустриальный. Потому что, и сейчас частично уже постиндустриальное общество, да? И вот научно-технические разные работники, инженерные, технические и так далее. Но почему промышленные, индустриальные? Потому что они создают материальную основу общества. А вот, скажем, всякие финансисты и так далее, эти занимаются финансовыми спекуляциями. А вот работают, создают, строят здания, строят, как говорится, всякие предприятия, да, создают всякие продукты потребления. Это все рабочий класс создает, конечно. Вот, теперь, поэтому коммунисты, как и раньше, при Марксе и Энгельсе, так и сейчас, видят в рабочем классе главное, конечно, передовой отряд. А коммунисты, естественно, это передовая часть рабочего класса. Вот, поэтому вот пишется здесь, что коммунисты только видят в нем главную социальную опору в рабочем классе, они идут к нему со своими идеями, содействуют осознанию и реализации трудящимися их интересов в национальном и международном масштабе. В руках этой авангардной силы судьба не только России, но и всей человеческой цивилизации. По-прежнему, в общем, стоит вопрос вот так, друзья. Значит, рабочий класс, конечно, передовой класс, да? Но, как вот писали в манифесте коммунистической партии, значит, коммунисты составляют авангард этого класса, но в целом рабочий класс политически, идеологически часто отстает. Вот он работает, он очень много трудится, он, значит, создает ценности, но он не понимает в значительной мере свою роль, свое место в мире и свои цели, к чему он должен идти-то. Они как-то смиряются, вот их там подкармливают, особенно на Западе. И рабочий класс в значительной мере, он должен, конечно, он всегда борется за экономические интересы, прежде всего. За лучшую зарплату, за лучшие условия труда, за отпуска там, и так далее. Да? Но надо смотреть шире. Вот, рабочий класс должен видеть политическую цель, что капитализм надо свергать и приходить к власти. Вот это вот. Российские коммунисты уверенно смотрят в будущее. Только социализм, сейчас мы заканчиваем скоро, ребят, только социализм позволит преодолеть эксплуатацию человека человеком, расточительный характер капиталистического производства и потребления. Происшедшее в СССР и в ряде других стран реставрация капитализма означает временное отступление социализма. Причем проиграл не социализм, как идея, как движение и так далее, да, как общественный строй, а его ранняя форма. Он все-таки считает, что Советский Союз и мировая коммунистическая система – это первый этап был развития, ранний этап. И, конечно, на этом этапе много было и ошибок, и много, конечно, трудностей было. И поэтому, отчасти из-за этого, с другой стороны, в Китае же сохранился социализм. То есть многое зависит от руководящего ядра. Вот как от Компартии, от руководящего звена Компартии. Потому что, многое, конечно, вот это предательское действие Горбачева, Ельцина. Горбачев взял, отодвинул партии от руководства. И это был уже сигнал, что дело идет к концу. Он вдруг заявил, что да, у нас советское государство, и у власти должны быть советы, советская власть. А Компартия должна быть на вторых ролях. На Компартии держался весь, на этой пирамиде,
держался весь строй и в Советском Союзе, и в мировом коммунистическом движении. Вот это вот все. Ну, Ельцин дальше пошел, вообще запретил партию, вы помните, выступал в Америке, что с коммунизмом покончено и так далее. Ну, он, конечно, сильно заблуждался. Вот как тут пишет, что это временное отступление. Проиграл не социализм, а его ранняя форма. Силы социализма сохранены, зреют и растут. Ускоренно развивается социалистический Китай, продвигаются по пути социализма другие страны. В ряде государств у власти находятся коммунисты или прогрессивные партии, лидеры которых с симпатией относятся к такому пути. Вслед за Кубой все увереннее проявляется стремление к социалистическому выбору в странах Латинской Америки. Ну, там вот Венесуэла, Никарагуа и ряд других стран тоже поддерживают Кубу. Так? Усиливается национально-освободительная борьба во многих странах мира, лишая капитализм важнейшего резерва и источника продления своего существования. Громко заявляет о себе движение противников империалистической глобализации. Помните, антиглобалисты были когда-то. Сейчас как-то это течение немножко отошло, ну, может, не отошло, но не очень его заметно. Вот почему считает программа, коммунисты наши, да, вот почему есть все основания считать, что в 21 веке социализм как учение, массовое движение и общественный строй получит свое второе дыхание. И мы, ну, это вот первый параграф мы закончили, таким образом можно подвести итог, что вывод-то какой? О том, что да, временное поражение у нас было, вот, но возникла партия КПРФ, вот, в нашей стране эта партия вот уже 30 с лишним лет борется не только за свое существование, но и за изменение политики, за всякие предложения вносит. Парламентским путем пытаемся бороться, внепарламентским путем пытаемся бороться, так? Конечно, гражданская война, которая, вы помните, Октябрьская революция завершилась, да, значит, это в настоящее время очень сложный, опасный путь, но мы его не отвергаем, потому что все может быть. Так, может, с оружием в руках придется власть брать. Но сейчас, в данный момент, вы помните, с 22 года, со специальной военной операцией, вот ситуация в мире очень серьезно меняется, нарастает военная истерия и военная угроза. Да? А это ведет к совсем... Ну, наша партия вот в этих условиях, мы, конечно, вынуждены общегосударственные интересы ставить на первое место, да? Сейчас, перед классовыми, перед нашими целями. Ну, мы их цели наши не убираем, но общегосударственные интересы требуют сейчас в определенной мере поддержки специальной военной операции перед угрозой мировой войны. Но, тем не менее, мы продолжаем критиковать этот строй, капитализм, вот, потому что ошибок у них много, отстает легкая, пищевая, там, скажем, да, технологии отстают серьезно у нас еще, так? Потому что мы в связи с санкциями очень многое потеряли. Вот даже взять транспорт. Мы летали всю жизнь на этих последние годы, да, на американских самолетах. Сейчас они нам перекрыли же, скорее всего, все эти запчасти и прочее. Надо переходить на собственный самолет. А для этого надо развивать авиационную промышленность. И вот других отраслей также.